Доброго ранку, шановні друзі. Ви дивитеся телеканал Тава. Ранок на Алтаві знову і знову радує вас. Звісно ж, і наші гості також до нас долучаються. Вкотре четвертий день на цьому тижні ми зустрічаємося з учасниками другого міжнародного театрального фестивалю, форуму, проекту, можна називати по-різному, головне ідея, який має назву «Зоряний шлях». І сьогодні, Наталю, скажи, будь ласка, представ наших гостей. Покажіть, будь ласка, наших гостей. І з величезним задоволенням у нашій студії присутні Урмас Алік, художній керівник творчого об'єднання Тейнелайне, що в перекладі означає «друга хвиля», Таллін, Республіка Естонія. Доброго ранку, пан Урмас. Доброе утро. Доброе утро. І Ріма Лапінскене, артистка Паневежиського мандрівного театру «Ляльок», театру на колесах. Паневежис, Республіка Литва. Доброго ранку. Лабос Рітас. Лабос Рітас. Лабос Рітас. Запам'ятайте. Все, я вже вивчила. Все, Лабос Рітас. Все, Доброго ранку. Раді вітати вас. Кожного разу тепер будеш говорити. Можливо, тобі доведеться працювати у Литві. Ну, ось, відповідно. Ти візьми візитівку, будь ласка. Белла адмірабле маравілосе гермосе. Це не есперанто. Итак, перейдем к одному из языков Объединенной Организации, Объединенных Наций, для того, чтобы мы друг друга понимали. С кого начнем? Давай почнемо спочатку. Давайте начнем сначала, да. Ну, давайте, Рима, вы просите, мы с Урмасом сейчас начнем. Хорошо, вы пока настроитесь, да? Да. Вот, возможно, вы еще скажете несколько слов для того, чтобы начало Наташа выучила, да, вот, на литовском. Да. Ну і Андрія потім навчу. Да, ну, я же, конечно же. Урмас, ваш спектакль уже нереалистическая драма «Жажда» уже был. Да, Вы уже его показали. да, Нормально показали. я надеюсь. А как зритель? Как вам полтавский зритель? Ага, если говорить об этой неделе и об этой большой событии, которое здесь творится, фестиваль, вот, 4-й день я в Украине, и о фестивале могу сказать, что самые два самых больших событий в Украине, это первый не спектакль, это еще я мало смотрел, а ваш зритель. Ваш народ зритель. Это очень такое большое событие. Для меня он добрый, мягкий и уверенный. И второе, конечно, событие то, что такая хрупкая, красивая женщина сумела организовать такой фестиваль. Вот это самые большие события. А в спектаклях я смотрел украинские 3 спектакля. Смотрю здесь по плану еще 3 или 4. У меня стоит впереди. Но рано еще. У меня есть какие-то мысли, но какие-то еще точных выводов я еще не умею делать. Боюсь делать. А ще є час, між іншим. 23 числа Так, есть завершується еще время, да, театральний форум. завтра заканчивается фестиваль. Я знаю, что вы проводили также мастер-классы на Да. фестивале, да? Ага. Я по специальности, или, ну, как жизненный путь мой был такой, что я работаю режиссером-постановщиком, драматургом, и в жизненном пути мне десятилетие пришлось быть мастером режиссерских курсов. И своего какой-то... Что я думал, что интересно, я постарался и молодой публике, профессиональной, украинской передать мастер-классы. Скажите, Урмас, отличается как-то украинский театр, театральные режиссеры, постановки, возможно, от эстонских? Это нету национальных границ. Ну, возможно, просто есть какие-то изюминки, возможно, что-то вас удивило. Что я могу сказать, это и вот отличается, например, что я сейчас смотрел в спектакле. Я не знаю, с этим вы занимались все 23 или 4 последних года, или это только в этом году начали. Все 3 спектакля фольклорные. Я знаю, что литовцы всегда ставят о своих королей и своих историях. Всегда у них связано с своими корнями. Это их не такой сила. А сейчас смотрел 3 спектакля, они все фольклорные. Какие у вас претензии к Литве, Урмас? Литве не претензии, я наоборот. Литовский театр же, мы знаем, это честь и совесть театрального мира.
это цель близко дойти до такого уровня искусства, как литовский театр, как грузинский театр. Это мировые центры театрального искусства. Ну, что я могу сказать? Вот так всегда. Пригласишь человека из Эстонии, да, спросить о том, что он похвалил украинский театр. Он бросает огромный камень в наш огород. Говорит, вот смотри, вот там Грузия, вот здесь Литва сидит, все нормально, все хорошо. Вот так у нас всегда. Урмас, Почекай. не, конечно же, это У шутка. нас впевнений, Я шуток м'який вообще не глядач. понимаю. Вы шуток не понимаете? Да, я Ну, человек серьезный. Все, извините. Урмас, еще один вопрос буквально. Вы в Украине вообще впервые или когда-то были? Знаете, я много путешествовал уже в советское время по Советскому Союзу и по соцстран, по работе. В Украине я был в Киеве, не помню, 2 или 3 раза мимо ездом, что самолет остановился, и мне везли в Киев на 2 часа и обратно. Вот это я в Киеве был. А раз 5, 6, 7 я работал в Крыму. У вас есть такой там Евпаторий, международный центр детского театра «Золотой ключик». Вот там я по неделям работал, помогал фестивали ставить. Так-то вот о Полтаве первый раз. Ну, как Ну, вы надеюсь, не последний. Не, вот теперь точно я вам скажу, Урмас. Вы дали свою визитку, поверьте мне. Теперь вы уже будете у нас частым гостем, обязательно. Надеюсь. Да. Спасибо вам огромное, конечно же, за... Тобто ти не хочеш? Я туда? Гость. Не, я сначала Урмаса. Мне понравилось, как он сказал, как самолет проездом был в Киеве. Я себе представил, вот самолет прилетает, Да. и сейчас бортпроводник такой, внимание, остановка Киев, следующая Полтава. Ну все, двери закрываются, да, как в метро. Вот. А говорит человек, что нету чувства юмора. А на самом деле, вот об Эстонии говорят очень много Это был чего. жарт. Да, вот очень много чего. А я буду вот всем своим друзьям, вот меня спрашивали, да, у тебя завтра эстонец? Говорит, вот сейчас посмотришь, говорит, есть у него чувство юмора. А я говорю, а теперь буду говорить, есть. Есть отличное чувство Спасибо. юмора. Всё. Я тоже И пускай- волновался всю ночь, потому мне все учили, что эстонцы, вы очень медленные, что вам надо очень быстро здесь в эфире говорить, чтобы кто-нибудь следил, не устал и не уснул Не, с моим разговором. Абсолютно нет. У нас Всё. ранкова передача, Да. з нами не засинають, з нами Да, прокидаються. Да. Итак, Рима, Да. теперь, как говорится, к вам. Ну, после, конечно, того, что Урмас рассказал, что у вас самые-самые-самые лучшие театры, конечно, да, театральное искусство, я не знаю уже, о чем говорить, как говорится, да. Все вы, да, но тем не менее, у вас сегодня «Карлик Нос», Да. 15:00. Да. Приглашаем всех зрителей сегодня 15 часов, 15 Часов, да. часов в театр и посмотрите наш спектакль. Скажите, пожалуйста, «Карлик Нос», ну, я думаю, что все знают, конечно же, эту знаменитую сказку. Какая-то это особенная интерпретация? Да, это особенная интерпретация, потому что его поставил тоже знаменитый литовский режиссер Виталиус Мазурас. Мне кажется, что Эстония его тоже знает. Знает, но о режиссерах не говорят знаменитые. Это певцы знаменитые и футболисты, а режиссеры известные. Ну да, он известный и тоже как художник, как постановщик, потому что мне была радость, что я работала с ним не в одном спектакле уже. И Ну, хорошо. Знаете, как говорится, да, небольшой анонс, знаете, завлечение. Сейчас как бы то ни было, говорят, да, театр – это бизнес, но в любом случае нужно привлечь зрителя. Знаете, нужно какие-то, как кино, знаете, выбирают самые лучшие кадры. Театральному режиссеру, постановщику нужно выбрать самые какие-то вкусности для того, чтобы не открывать всю тайну, конечно же, но тем не менее, вот-вот, а потом узнаете только... Прорекламуйте. Да, вот. на спектакле вы увидите меня. Я там буду играть. Всё. Приходите, Это пожалуйста. можно было держать в тайне. Да, я абсолютно. Вот. Я знову, шановні телеглядачі, вам говорю, естонський гумор є. Все, доведено Урмасом. Да, все. Итак, У програмі «Ранок на Алтаї». да. Рим, скажите, пожалуйста, также, опять-таки, хотелось бы поговорить о театре украинском. Если, Урмас Да. свою мысль высказал, да, Да. теперь я прошу вас, конечно С же. Украиной я уже знакома несколько тоже год, потому что у нас тоже приезжали режиссеры с Киева и из Хмельницкого. И вот мы уже имеем тоже отношения и с вашей культурой, потому что
Титаров, Урицкий и Брижань у нас уже ставил спектакли. Так мы тоже работали с ними. Это великолепные режиссеры. Так, Сергій Брижань вчора був у нашій студії, Да, мав но приємну розмову. у меня опять-таки складывается какое-то такое впечатление, что тоже это великие режиссеры, но вот литовский театр. Я шучу, конечно же, опять-таки, да. Хочется просто, чтобы было хорошее настроение, и, естественно, чтобы наш зритель украинский, да, опять-таки, да, как вам зритель наш? Мы как раз уже были в Виннице. Там тоже показывали этот спектакль. Его великолепно принял ваш зритель. Потому что мы как-то хотели чуть-чуть, чтобы они поняли, как мы литовский и как бы русский язык чуть-чуть соединяли, чтобы понял ваш зритель. И нам было очень приятно, хлопали, смеялись и очень душевно приняли этот спектакль. Я думаю, что в Полтаве тоже будем рады ваши зрители. Если в следующий раз будете приезжать, обязательно подумайте над тем, что были украинские вставки. Обязательно. Украиноязычные. Хорошо? Это вам да. такое пожелание, да, как бы. Очень так важно. поєднати Наш мову. зритель будет еще громче хлопать. Хорошо, выучим. Ну вот мы уже приехали, играли на украинском. Выучили. Ну вот, все, ну, Слухай, пожалуйста, я да. дивлюся, ви вже знайшли спільну мову. Не, у меня серьезно, у меня такое действительно. Мне говорили о том, что какое-то там есть противостояние небольшое, невидимое в Прибалтике, да, но я не знал, что это настолько явно, как говорится. Ну, Да. это не противостояние, это, как говорится, радостная борьба, которая движет наши Радостная мелкие борьба. страны Ой, да ну ладно. красивое будущее, да, как я понимаю? Да. Вы знаете, вот вы к нам пришли, и я уже себя почувствовал в Европе. Да, очень хорошо, очень здорово, что вы приехали в Полтаву, конечно же. Очень хорошо, когда, не побоюсь этого слова, великие режиссеры, великие постановщики, да, как вы сказали, известные, да, подчеркиваю, да, известные постановщики приезжают в наш, ну, говорят провинциальный, но тем не менее, очень хороший Нашу город. духовную Да. Не столицу. провинциальный, Да. очень большой, очень красивый, очень приятный город. Дякуємо. Гостеприимный. Я звертаюся до всіх полтавців. Це все Шановні про друзі, Полтаву, от друзі. говорить чарівна Авторитет. жінка. Да. Хто там говорить, що перша станція метро Південний вокзал, друга Росошинці? Ні! Ні, у нас велике, чудове місто. Ось так от. Якщо це заявляють І іноземці. тут у нас триває міжнародний театральний форум, фестиваль «Зоряний шлях». Це другий по рахунку проект. Ми зустрічаємося з учасниками цього міжнародного театрального фестивалю у студії «Ранку» на Алтаві. Нам надзвичайно приємно вітати і сьогодні наших гостей. Так, и Урмас, Рима, буквально несколько слов мы всегда просим наших гостей, скажем так, утреннее пожелание для наших телезрителей. Ну, не знаю даже, что желать. Здесь у вас так много уже мы вдвоем льстили и говорили о вашей красоте и природе. Ну, надо сказать, что добрые, хорошие люди. Красивые женщины, в первую очередь. Красивые мужчины. В вторую очередь. И что комплименты уже они... сделали. Ну, что вам? Вам надо... Серьезно, если сказать, надо держать пальцы, как говорится. За вас надо держать, чтобы у вас все было бы хорошо. Да. Очень сильно и серьезно надо это. И это верить, что все будет хорошо. Очень-очень. Спасибо. Дякуємо. Спасибо. Друзі, вірте в краще, вірте в хороше. І це хороше обов'язково буде з вами. Так, а я нагадаю для наших телеглядачів, що у нас у студії були учасники другого міжнародного проєкту «Зоряний шлях» Урмас Алік, художній керівник творчого об'єднання «Друга хвиля», Таллін, Республіка Естонія, та Ріма Лапінскене, артистка Поневежського мандрівного театру «Ляльок», Поневежис, Республіка Литва. Ну що ж, шановні друзі, ми побачимося з вами буквально за мить.